Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем, как на 14-летнего подростка с крыши многоэтажного дома на улице Ахунова упала огромная снежная глыба. Возбуждено уголовное дело. Расскажем о задержании мужчины в Иннополисе, которого подозревают в домогательстве к 7-летней девочке, и о потасовке подростков на фудкорте одного из торговых комплексов в Казани. А также задержание подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Машину осмотрели, потом говорят, вот там что-то нашли. Это не наш. Розыск пропавшего мужчины и как автоинспекторы нашли 5-летнюю девочку, которую потеряла бабушка. Незамедлительно были предприняты меры по патрулированию прилегающих улиц в поисках ребенка. Это и не только прямо сейчас. Огромная глыба снега упала с крыши многоэтажного дома на улице Ахунова в Казани на 14-летнего подростка. Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения. После падения снежной массы мальчик отбежал на несколько метров в сторону и упал. Мужчина, на чьих глазах все произошло, доставил пострадавшего в больницу и дождался медицинского заключения. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы и после оказания помощи отпустили подростка домой. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. 37-летнего гражданина Узбекистана задержали в Иннополисе по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 7-летней девочки. По предварительной версии, мужчина трудился в подрядной организации, которая занимается возведением различных объектов. По данным следствия, он прикасался к различным частям тела девочки и был задержан вскоре после поступления заявления. Также полицейские выясняют детали конфликта группы несовершеннолетних. Драка произошла на фудкорте одного из торговых центров в Казани. Травмы получила 17-летняя девушка. По предварительным данным, подростки не поделили стаканчик для газировки, из-за чего и вспыхнула потасовка. Все произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения. На записи видно, что девушка пыталась разнять своего знакомого и другого посетителя заведения. Именно в процессе примирения конфликтующих она и получила травму. Ей вызвали скорую помощь. На место тут же прибыли и правоохранительные органы. После того, как посетительница ТЦ пришла в себя, она написала заявление в полицию. Видеозаписи с места происшествия изъяли. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 26-летнего мужчину и 23-летнюю девушку, водителей и пассажира Hyundai Solaris, задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Автомобиль полицейские заметили ночью в безлюдном месте на улице Аделя Кутуя между стройкой и огромным сугробом. При этом водитель, заметив патрульный автомобиль, попытался скрыться, но впереди увидел еще одну полицейскую машину и остановился. При виде стражи порядка и водитель, и пассажирка Hyundai стали заметно нервничать и, согласно данным полиции, пытались выкинуть в снег какой-то сверток. Конечно. Просто подъехали, наручники надели, и все? Ну да. Он уверял, что не представляет, за что их задержали. Говорил, подъехавшие полицейские ничего не объяснили, но чуть позже рассказал, что прекрасно понимает, какие к ним возникли подозрения. Мы здесь стояли, и вот полиция приехала, я решил чуть-чуть отъехать, я вот вообще вот там вот стоял, сюда подъехал. Пока они документы проверяют туда-сюда, машину осмотрели. Потом говорят, вот там что-то нашли. Это не наш. При этом 26-летний задержанный понимал, что именно и где нашли полицейские. И как он остановился именно у того места, где и лежал этот сверток, не рассказал. Как и то, что делал с 23-летней пассажиркой ночью в безлюдном месте на улице Аделя Кутуя между стройплощадкой и огромным сугробом. Так это не вот там вот было. Не у меня же в машине, не при мне. Какой-то сверток. Но это не наш, то есть я сразу говорю. Они там что-то вот нашли где-то в сугробе. Говорят, мы выкинули. А мы не выкидывали. Я говорю, вот снимите отпечатки, там, я не знаю, что мы к нему вообще не прикасались. Я не знаю, что это такое. Скрывать, уверяет мужчина, им нечего. Наркотики никогда в руки не брали. Запрещенных веществ ни он, ни пассажирка не употребляют. Был остановлен автомобиль, водитель и пассажирка которого заметно нервничали. У полицейских были основания полагать, что данные лица причастны к незаконному обороту наркотиков. Задержанные попытались кинуть сверток с неизвестным веществом в снег. Сверток стражи порядка нашли, в присутствии понятых его изъяли.
Задержанных досмотрели, но при них ничего запрещенного не нашли. Водителя Hyundai передали в руки автоинспекторов. Водителя отстраняем от управления транспортным средством, так как есть основа полагать у нас признаки наркотического опьянения. Тест на наличие алкоголя мужчина прошел легко, спиртного он не употреблял. Давайте. Достаточно. Все, ждем. По нулям. И водителя и пассажирку отправили в больницу на медицинское освидетельствование. После их задержали за потребление наркотических веществ без назначения врача. Найденное вещество отправили на экспертизу. Исследование должно установить, что именно находилось в свертке. Трогали его задержанные или нет, покажут смывы с рук. Их также отправили на исследование. Процессуальное решение будет приниматься после получения результатов. Если подтвердится, что молодой человек действительно находился в состоянии наркотического опьянения, то ему, вероятно, придется заплатить крупный штраф за вождение в нетрезвом виде и лишиться водительских прав до окончания наблюдения в специализированном диспансере. Алия Хайрудинова, Дарья Кореева, «Вызов 112». Признаки опьянения обнаружили автоинспекторы у 19-летнего водителя автомобиля «Равон», который был остановлен в центре Казани на улице Пушкина. От молодого человека сильно пахло спиртным, поведение водителя было неадекватным, а реакции сильно заторможенными. Ему предложили пройти экспресс-тест наличия алкоголя в крови. Алкотестер только подтвердил предположение сотрудников ГИБДД. 51 статья Конституции Российской Федерации. Никто не обязан сидеть против себя, своих близких родственников, будь определен законом. 26 допустимый. Родные и близкие Хабибуллина Хариса Аглямовича просят помощи всех, кто знает о его местонахождении или видел в последнее время. 15 февраля мужчина ушел из дома на улице Комсомольская в поселке железнодорожной станции Высокая гора. Направился к железной дороге в сторону села Высокая гора. С тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчине 57 лет, рост 170 сантиметров, обычного телосложения, волосы седые, глаза голубые. Периодически случались провалы в памяти. Был одет в синюю куртку, на голове, возможно, была черная кепка. Всех, кто видел этого человека или знает о его местонахождении, родственники просят сообщить по телефону, указанному на экране, или по номеру 112. Пятилетнюю девочку, которую потеряла бабушка, помогли найти казанские автоинспекторы. К экипажу дорожно-патрульной службы обратилась взволнованная женщина, которая рассказала, что отвлеклась, выходя из такси на проспекте Амирхана, и упустила ребенку из виду. А когда оглянулась по сторонам, то внучки не оказалось. Дозвониться до ребенка пенсионерка не смогла. Хоть у девочки и был телефон, но у бабушки аппарат разрядился. Самостоятельные поиски ребенка ни к чему не привели, и бабушка обратилась за помощью к автоинспекторам, которые несли службу неподалеку. Телефон подзарядили в патрульном автомобиле, дозвонились до внучки, а также спросили, что же она видит вокруг себя. Посадив женщину в патрульный автомобиль, незамедлительно были предприняты меры по патрулированию прилегающих улиц в поисках ребенка. Во время движения женщина увидела внучку. Позже девочка рассказала, что смотрелась по сторонам и потеряла из вида бабушку. Бабушка выразила в адрес госавтоинспекции города Казани огромную благодарность за оказанную помощь в поисках пропавшего ребенка. В снежный плен попали в Татарстане ученики детской музыкальной школы, которые на автобусе ехали из Уфы в Казань на конкурс. В Нижнекамском районе на дороге образовались снежные заносы, и проехать дальше они не смогли. На помощь пришли автоинспекторы. Они сопроводили автобус до Нижнекамска, где детей разместили на ночлег. Главное, приехали не просто так, а с приключениями. Появился, здрасте вам, из Арктики буран. Я хочу выразить огромную благодарность администрации города, дорожно-патрульной службы, которая нас сопроводила непосредственно на место ночлега. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.